Это очистные сооружения поселка Зверосовхоз Бирюлях. Сюда ежедневно стекаются отходы из 3000 домов. А отсюда после очистки ежесуточно 700 кубов сливают в Казанку. Но, как оказалось, стоки загрязняют воду. Превышение фенола, аммония, нитратов. Всем вред от этого. Мы пьем эту воду, рыбы там живут, растения, всему окружающему миру. В данное время правая линия освобождена, идет процесс реконструкции ремонта. Левая пока справляется одна линия. После выявления факта загрязнения очистные сооружения начали ремонтировать. Оказалось, все из-за изношенности сетей. На ремонт требуется 22 миллиона. Частично деньги республика уже выделила. Тут не только очистные сооружения, но и канализационные сети, и КНС, перекачивающие станции. Если все это пройдет, то результат, конечно, на лицо будет видно, результат очистки. Из этих труб в Казанку, из Казанки в Волгу. И пока, получается, ежедневно сбрасывают ядовитые отходы. И такова ситуация по всей республике. Модернизация коммунальных сооружений также вошла в федеральную программу по очищению Волги. Татарстан стал пилотным регионом. Чтобы вода в Волге стала чище на 60%, потратят 15,5 миллиардов рублей. Основной загрязнитель – это как раз хозяйственно-бытовые стоки. И если мы посмотрим на общую картину, если хозяйственно-бытовым еще добавить диффузный сток, то тогда, конечно же, вред от промышленных предприятий он будет носить меньший характер. Это по объему. Но если мы говорим по палитре вносимых загрязняющих веществ, то тогда как это можно оценить? Только благодаря вреду, который рассчитывается уже экспериментально в каждом конкретном случае. Работа ведется и по промышленным предприятиям, загрязняющим воду. Среди них Казанский моторостроительный завод, Нижнекамск нефтехим, завод синтетического каучука и другие. Сейчас в республике капремонт идет на 21 гидротехническом сооружении. Это поможет предотвратить ущерб природе на 1,5 миллиарда рублей. Еще один большой проект, чтобы сделать реки чище, это поднять со дна затонувшие суда. Инвентаризация уже прошла, известно, что их более 100. Проект дорогостоящий, поэтому ждут помощи из федерального бюджета. Альбина Слагараева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.